Добрый вечер. На ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Делают за секунды и предсказывают на года. Мы знаем, через какое время какой из узлов оборудования сломается. Чем удивляют на нефтегазохимическом форуме, увидел Дмитрий Аринин. Тепло с сюрпризами. Полностью меняется система распределения газа, значит, система водоснабжения нужно и утеплять эти дома. Какие новшества несет грядущий отопительный сезон, узнал Салават Мухаммадулян. Салават Купре заиграл новыми красками. О перспективах и проблемах микрорайона Альбина Слагараева. Пожаловалась и осталась без работы. Сказав, что она позорит район, ее уволили с работы. По словам жительницы Кабельского района, ее уволили за свободу слова. О ситуации Альбина Минибаева. Сегодня во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум. Он проходит под председательством Владимира Путина. Среди глав регионов и Рустам Минниханов. В своем вступительном слове президент России отметил, мероприятия по развитию регионов Дальнего Востока реализуют несколько лет. Предварительные итоги можно сделать уже сегодня. Так, темпы роста промышленности превышают среднероссийские. Значительно сократился отток населения. Сейчас первостепенная задача – повысить привлекательность. Нужно создать все условия для работы и жизни, отметил президент страны. Кроме того, он предложил распространить дальневосточный гектар на соотечественников за рубежом. Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа. Те, кто сюда приезжают с желанием работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семьи, и, безусловно, этих людей тоже надо поддержать. Концентрацию научных мыслей и технологических достижений в эти дни можно увидеть в Казани. В столице открылся Татарстанский нефтегазохимический форум. Показать свои достижения приехали более 200 компаний из России и зарубежья. Что нового придумали в мировой индустрии, увидел Дмитрий Аринин. Нефтегазохимический форум 2017 года объявляется открытым. Татарстанский нефтегазохимический форум под своей крышей объединил сразу 4 отраслевые выставки. Это 24-я международная выставка «Нефть, газ, нефтехимия», где можно увидеть, как технически переоснащаются предприятия. На 13-й выставке «Экотехнологии 21 века» можно увидеть, что обеспечивает промышленную и экологическую безопасность. А 7-й смотр геодезии, картографии, геологоразведки посвящен новинкам поиска полезных ископаемых. А 3-й показ интерпластики открывает обозрение на оборудование, которое производит и перерабатывает синтетические материалы. Так японские промышленники показывают аппарат, который может за 1,5 минуты превратить продукт нефтехимии, полимеры, в линзы для светодиодных светильников. Это изделие требует очень точного контроля процесса литья. И сейчас этот рынок термопластавтомата такого типа в России, он взлетает как ракета буквально. А казанские разработчики придумали онлайн-Нострадамуса, систему, которая предсказывает срок службы различной техники. Она собирает данные, разные показания, там, температур, давление. То есть мы знаем, через какое время какой из узлов оборудования сломается. И такую чудо-технику, которая признана стать обыденностью, на форум привезли более 200 компаний из России и зарубежья. Форум 2017 года мы посвящаем 50-летию образования акционерного общества Нижнекамск нефтехим. Большая нефть Татарстана дала мощный импульс развитию нефтехимической промышленности нашей страны. Как сейчас дать импульс отрасли, на форуме будут обсуждать еще 2 дня. Ученые и промышленники поделятся знаниями на многочисленных круглых столах и конференциях. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. И уже в следующем году в особой экономической зоне Алабуга заработает завод по производству противотурбулентных присадок. Основным инвестором в реализации проекта выступает компания «Транснефть». В чем уникальность нового предприятия, в сюжете Александры Севастьяновой. Это лабораторный стеклянный химический реактор для синтеза присадок противотурбулентных. Звучит сложно, зато работу упростит. Отечественное оборудование будут использовать на новом заводе. Предприятие для России уникально. Ранее продукты нового производства завозили из-за рубежа – США, Китай. Противотурбулентная присадка позволяет снизить рабочее давление при перекачке углеводородной жидкости по трубопроводу.
увеличить пропускную способность. Сегодня проект нового завода презентовали премьер-министру Татарстана на нефтегазохимическом форуме. Мы в этом году приступили к строительству завода по производству противотурбулентных присадок. В эксплуатацию предприятия ведут уже в следующем году, а это более 240 новых рабочих мест для специалистов Татарстана. Это первое производство на территории страны, которое востребовано не только в компании «Транснефть», но, в принципе, интересно будет всем нефтедобывающим компаниям страны. Разработка отечественная, из отечественного сырья. Это лишь часть инвестпроектов «Транснефти». Уже в этом году на территории Татарстана появятся 2 новые продуктоперекачивающие станции. Александр Севастьянова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Уборка с запасом. Татарстанские аграрии сегодня намолотили 4 миллиона тонн зерна. Так республика уже превышает прошлогодний результат, хотя впереди еще четверть неубранных площадей. Напомним, комбайны вышли на поля на 2 недели позже. И были опасения, что не успеют до сезона дождей. Рамиль Шайдулин убедился, что закрома уже полны. С первыми дождями пришла новость, с уборкой придется повременить. Уже сейчас, вспоминает комбайнер Нафис Хайрудинов, здесь понимали, что и закончить придется позже. Пораньше 5 часов выходишь, работаешь, комбайн, все подготавливаешь. Штуалы работали до 10, до 11. Теперь страхи позади. Работы на финишной прямой убрано 70% зерна. В среднем с 1 гектара выходит по 33 центнера, что даже больше, чем ожидалось. В этом году урожайность намного больше, на 10 центнеров, чем в прошлом году. Конечно, погодные условия помогли. В этом году очень благоприятные условия для зерновых культур. И, конечно, внесли удобрения. А вот так выглядит первый ячмень. Несмотря на погоду, зерна ничуть не влажные. Впрочем, сырыми на этот склад их бы и не пустили. Каждое зерно одно к одному – это семена на будущий год. Летние ливни не привели к потерям. Зерна с полей столько, что в округе не остается пустующих складов. Татарстан перевыполнил свой же план. Ожидалось, что всего уберут 4 миллиона тонн, но этот рубеж уже пройден. За последние 2 недели поступило 1000 тонн. Склад заполнен на 1/3. Теперь за зерно такого качества аграрии начинают бороться. До конца уборки ждать дождей, поэтому вновь усиленно заработают сушильные агрегаты. На солнце так и не уповают. Рамиль Шайдулин, Амирзаль Ушев, ТНВ, Лаишевский район. О свободе слова остается только мечтать. Жительница Кайбетского района утверждает, уволили с работы после того, как она снялась в нашем сюжете, где рассказала о вырубке деревьев в селе. Напомним, к Дане Садыковой наша съемочная группа приезжала в начале августа. Сегодня в администрации района факт административного давления опровергли. Так что же это было? Снова разбиралась Альбина Минибаева. Там 36 суток у нас, больше с лишним. Но нельзя же так делать, деревья там сорвать. Одна история повлекла за собой череду проблем. В августе Дания Садыкова нам рассказала, как ее деревья с корнем вырвали по указанию главы сельского поселения. И уже тогда пенсионерка предполагала, что последует административное давление. Заявила, что захват земля, говорит, за это штраф будет, сейчас дадим идти в суд. Оказалось, что это не единственное предостережение. По словам Дании Садыковой, на следующий день после выхода сюжета в эфир ей начали угрожать увольнением. Сегодня она уже не решилась на интервью. Нервы на пределе. О всех нюансах рассказал юрист. Глава района обратился непосредственно к хозяйке кафе, где работала Дания Садыкова, с требованием ее увольнения. Она позорит свой район, обращаясь к средствам массовой информации. Сегодня мы за объяснениями обратились в администрацию. Здесь утверждают, такого разговора не было. Никаких указаний от главы не может поступить таких. Руководитель района сегодня ситуацию не комментировал. За него пытался объяснить заместитель. По его версии, Дания Садыкова сама решила уйти с работы. Буквально за несколько дней до того репортажа, оказывается, якобы устроилась на работу без всякого оформления. И в те же дни, как я уже сказал, по невозможности работать на сменной работе, сама же ушла спокойно. Сейчас юристы готовят обращение уполномоченному по правам человека. Они намерены как минимум восстановить Данию Садыкову на работе. Мы будем следить за развитием событий. Альбина Минибаева, Марат Саидгараев, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Тарифы снова вырастут, тепло в квартирах будет только через месяц, а субсидии за него получат не все. В Минстрое Республики сегодня анонсировали скорый отопительный сезон. А он идет со своими особенностями. Почему тепло обрадует не всех, разбирался Салават Мухаммадуллин. Пока еще холодные батареи республики наполнятся теплом в десятых числах октября. Главное условие – среднесуточная температура на уровне 8 градусов. Но судя по погоде за окном, отопительный сезон может начаться гораздо раньше.
Приятным это событие для всех не назовешь. Те, кто получал субсидии за тепло, ныне могут остаться без господдержки. Если раньше условие было среднедушевой доход семьи не больше 30 тысяч рублей, то теперь эта сумма меньше на треть. Новичкам в шорт-лист тоже не попасть. Скидка достанется только тем, кто ее уже получал. Таково решение Кабмина. Действие настоящего постановления не распространяется на граждан, которые не являлись получателями целевой субсидии с 1 сентября 2012 по 30 июня 2017 годов. Первый отопительный сезон после ГРЭС наступает и в поселке Урусу Ютазинского района. ТЭЦ закрыли. Тепло и горячая вода отныне только с бойлерной установки. Но есть она еще не во всех квартирах. Около 350 собственников до сих пор надеются то ли на чудо, то ли на теплую зиму. Есть время, я думаю, что мы все-таки найдем общий язык с жителями, которые сегодня не хотят переходить. Те квартиры, которые совсем откажутся и не смогут, но у них есть право поставить электрический водогрейный котел, который будет работать на тепло и платить за эту электроэнергию. Другого выхода нет. А вот в части тарифов за тепло татарстанцам выбирать не приходится. Их повысили еще 1 июля. В среднем на 3%. Салават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сегодня на 255 новоселов в Казани стало больше. Сдали новый дом по программе соципотеки в Салават-Купре. Напомним, строительство многоэтажек затянулось на 2 года. Их должны были сдать еще в 2015-м. Сегодня стоит новая задача от президента – все дома заселить к концу года. Вопросов много. Их сегодня и задавали депутаты Госсовета застройщикам и Госжилфонду. Какие ответы получили? Альбина Слугараева. Дверь не просто в новую квартиру, в новую жизнь. Бушуевы ждали свои квадратные метры почти 3 года. Все очень аккуратно, красивые, светлые, радостные. Прям хорошо на душе. Сегодня новые ключи получили от 255 квартир. Их осмотрели не только жители, но и депутаты Госсовета. Прямо в микрорайоне прошло выездное совещание. Мы будем вести вопрос о сетях, о той необходимой помощи со стороны законодателей республиканских, городских для изменения нормативной базы. Нам коллеги уже сегодня сказали, что такие изменения потребуются по изменению ряда положений в отношении сроков, в отношении комплекта нормативной документации. Ревизия по 3 кварталам, 11 и 12 проблемные. Дома в них сдать должны были еще 2 года назад. Вопросы к министерству и Госжилфонду. Подрядчиков уже сменили. Задача президента республики – сдать дома до конца этого года. Есть вопросы и по инженерным коммуникациям. В этот микрорайон практически были вынуждены сами прокладывать все коммуникации. Обычно это делали, кто поставляет энергетику. Это в данном случае мы создали компанию вместе с Таифом. И эта компания сегодня ведет инвестирование, в том числе это средства жилищного фонда. Мы проложили коммуникации тепло, вода, канализация. В микрорайоне заселены 9 домов, в 5-летней перспективе их будет 90. Сейчас возводится школа, детский сад, игровые и спортивные площадки. Есть проблемы с транспортом. Пока до Салават-Купре ездит только 1 автобус. В планах пустить сюда электричку. Это позиция министерства, а город за трамвай. Этот вопрос пока не решен. До конца года здесь дадут еще 10 домов. В общей сложности в микрорайоне появятся 22 новостройки. Параллельно с этим идет строительство социальной и дорожной инфраструктуры. Альбина Слугараева, Марат Цветгараев, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Все проблемы за один день. Приехали повстречаться с людьми, с разными категориями. Что просят буинцы в День Единой России? Лина Анатольевна. Анекдоты от звезд российского экрана, анимационный эпос и татарстанские ленты. Плакать должны в зале, не на экране. Чем запомнился 2-й фестивальный день Эльмира Шамарданова? В проблемные и отдаленные районы Татарстана придет День Единой России. Сегодня он прошел в Буинске, а стартовала программа с этого года с пестрецов. Медосмотры, консультации по вопросам ЖКХ, содействие театрам – все в рамках федеральных партийных проектов. Как помогли буинцам и к кому отправиться дальше, Лина Зинатуллина. Ты хочешь вырасти? Увеличенную щитовидную железу доктор диагностировала сразу. Отсюда и проблемы с ростом. 12-летнего Радифа Гильмуддинова осматривает врач ДРКБ. В Буинске просто нет детского эндокринолога. Лечение прописали, нам очень понравилось. Врачи очень хорошо объясняют,
Кардиолог, аллерголог, врач УЗИ. К каждому целая очередь желающих. В мобильной бригаде приехали 10 докторов для детей и взрослых. Нам район сразу говорит, какие им нужны больше всего специалисты. Нам очень трудно ехать в Казань. Врачи здесь принимают, мы очень обрадовались. В здоровом теле тонкая душа. В стенах столетнего Буинского театра сегодня говорили о судьбах сцены малых городов. 7 татарстанским театрам выделили больше 25 миллионов рублей, чтобы подготовиться к новому сезону. Деньги направлены на новые постановки, на улучшение материально-технической базы. А вот свою правовую базу буинцы сегодня подтянули на ликбезе по вопросам ЖКХ. Здесь и главы поселений, и управляющие компании, и простые жители. Наш дом интересует, конечно, коммунальные услуги. У нас слишком, конечно, немножко высоковатое отопление вот мы платим. Люди просто не знают своих прав, не знают законодательства о представлении жилищно-коммунальных услуг, которое, к сожалению, тоже постоянно меняется. Общественные слушания, личные приемы, семинары, день партии на 10 площадках. Фарид Мухаммедшин оценил ресурсный центр города, где готовят газовиков, каменщиков, электриков, и даже успел посадить деревья в молодежном парке. Приехали не только посмотреть, как тут реализуются партийные проекты, государственные программы на территории Буинского района, но и приехали повстречаться с людьми с разными категориями. Дни Единой России будут проводить каждые 1,5 месяца в разных уголках республики. Куда следующий маршрут пока не решили, но выбирать будут самые проблемные или отдаленные районы. Лена Зинатульна, Марат Зайдуллин, ТНВ Буинск. Спасите наши дороги. Сегодня на приеме граждан жители микрорайона Привольный рассказали главе МЧС республики о проблемах населенного пункта. С бездорожьем здесь решили бороться самым верным способом – положить асфальт. Но почему-то он так и не лег, работа стоит. Нет здесь и нормального водопровода, и инфраструктуры. Рафис Хабибуллин пообещал разобраться. То, что касается вопросов подведомственных МЧС, я думаю, мы все вопросы, я уверен, что мы этот вопрос решим. А остальные вопросы уже, это в плановом порядке, будем докладывать руководству республики, президенту, правительству, чтобы эти вопросы тоже в дальнейшем снимались. В Нижнекамске перестала работать железнодорожная касса. Люди жалуются, не могут купить билеты на поезд, а те, кто приобрел их заранее и решил сдать, могут это сделать лишь на вокзале в Набережных Челнах. Наша съемочная группа решила на месте выяснить, обоснованы ли претензии нижнекамцев. Зайдя внутрь здания вокзала, видим, электронная рамка на месте, сам зал не изменился. Вот объявление для пассажиров, схема движения поездов, лишь кассы действительно закрыты, сотрудников нет, но охрана не дремлет. Несмотря на то, что касса закрыта, сотрудники продолжают работать, выполняют другие функции. Горожане же, в свою очередь, продолжают приходить на вокзал в надежде купить билет на поезд. Весь город обошли, нигде не можем. На Химиков 57 в отпуске никого нет. В Эссене нет. Пошли сюда, больше нет, не знаю, где брать. В электронном билеты как покупаете? Ну, нет, я не покупала. Что, пенсионер, я хочу, чтобы на руки взять, да все, зачем не надо. В дирекции вокзалов Набережных Челнов и Нижнекамска нам пояснили, с чем связано закрытие кассы. Нерентабельно их уже в дальнейшем содержать в здании вокзала, содержать там штат работников и оборудование и тому подобное. Так как пассажирское движение по этой станции уже довольно-таки давно закрыто, пассажирские поезда там не ходят ни дальнего, ни пригородного сообщения, поэтому уже и кассу в целом содержать там невыгодно. Что касается самого здания вокзала, то его планируют сдать в аренду, а вот покупать билеты нижнекамцам теперь придется в коммерческих кассах города, где нужно будет доплачивать комиссию от 15 до 20% от стоимости билетов. Есть еще вариант. Можно забронировать электронный билет на сайте РЖД, а кому расстояние не помеха, съездить на ЖД вокзал в Челны. Светлана Звонарева, Светлана Шумкова, Максим Липин, ТНВ Нижнекамск. Сегодня в Казанском музее исламской культуры открылась уникальная выставка. 27 редчайших экспонатов мусульманского искусства из частных коллекций России, Великобритании, Германии и Нидерландов. Слово пророка в искусстве ислама увидела и Алина Бережная. Цитаты из Корана. Вот на этой прелестной деревянной площадке они приветствуют каждого входящего в дом. Уникальная дверь 18 века, привезенная из Занзибара. Один из наинтереснейших экспонатов выставки. На ней орнаментальная резьба выполнена вручную. Каждый узорный элемент имеет свое значение и оберегает хозяев дома. В коллекции 27 экспонатов со всего мира 7-19 веков. Сабли, кинжалы, кольчуги, молитвенные ковры, украшения Прикамья и Среднего Поволжья. Самый ценный экспонат – фрагмент шелковой ткани из Согдиана VII века. На нем изображены фигуры оленей. Более 2000 лет символ животного считался мифическим. Это самая старая вещь из всех представленных здесь.
Да? Это то, с чего ислам начинался. Высочайшая письменная культура ислама в рукописях Корана, Курси. Здесь все пропитано духом религии. Эти вещи собраны из разных стран, из разных континентов, из разных эпох. И разные люди их касались. Некоторые касались просто сотнями тысяч. Выставка замечательная, охватывает очень большой временной промежуток. Есть совершенно старинные вещи 11-12 века. Поражает, что это когда-то люди делали руками. С исламской культурой пришли познакомиться и участники международного фестиваля мусульманского кино. В основе любой великой религии, будь то ислам, христианство или буддизм, лежит главное учение – уважение к культуре и традициям народа. Посетить выставку можно до 10 ноября. Вход свободный. Алина Бережная, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Послушать анекдоты от звезд российского экрана, познакомиться с анимационным эпосом и татарстанскими лентами – все это второй день фестиваля мусульманского кино. Сегодня жюри приступило к просмотру конкурсных работ. Зрители уже оценили первые картины. Авторы замерли в ожидании. Об особенностях программы второго дня Эльмира Шаймарданова. В кинотеатре «Родина» продолжаются конкурсные и внеконкурсные показы фестиваля мусульманского кино. Остались считанные минуты до начала презентации фильма «Халима». В ожидании встречи не только зрители, но и творческая группа. Зал полон, свет погашен. Картина «Халима. Татарстанское чучело». Сюжет навеял воспоминания о фильме Ролана Быкова. Моя роль – это девочка-мусульманка, которая попала в светское общество. В каждом зале кинотеатра премьера. Египетские мультипликаторы сняли сериал о пророке Мухаммаде, а татарстанские кинематографисты его адаптировали для своего зрителя. Продукт дублирован на татарский язык, работа ведется над русским дубляжом. Нам интересно, мы же не имеем возможности так часто выезжать, видеть все это вот воочию, как это другие мусульмане, как живут. Где бы ни были мы. Читал стихи и рассказывал анекдоты. Когда я поворачиваюсь. Не только показы, но и встречи со зрителем. Органично вписался в татарстанскую атмосферу кино российский актер Сергей Маховиков. Его поклонники не только вопросы задавали, но и признавались в любви. Что вы делаете с нами сейчас? Вот поете такие стихи. Сейчас, я говорю, большинство кривляется на экране. Профессия не назовешь, к сожалению. А так как Олег Иванович Даль или Владимир Семенович Высоцкий, плакать должны в зале, а не на экране. Эльмира Калимуллина сегодня в несвойственной ей роли. Она сыграла роль в мелодраме «Золотая Орда». Безмерно горда, что мне посчастливилось быть частью этого масштабнейшего проекта. Жюри сегодня приступило к просмотру работ. Пока озвучивать свое мнение они не имеют права. Зато работы уже анализируют участники прошлых и нынешнего фестивалей. Полная такая откровенность, или дипломные фильмы, или курсовые – это студенты. Вот. Каких-то таких, скажем, серьезных работ я не видел. Конечно, это очень красивый и хороший фестиваль. И это единственный фестиваль в мире про мусульманское кино. Фестиваль еще будет идти 5 дней. Жюри предстоит осмотреть 60 картин. Лучших назовут 11 сентября. Эльмира Шаймарданова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Далее в выпуске «Спорт» и прогноз погоды. Увидимся в 21:30. С 13 по 19 сентября в Уфе пройдут долгожданные гастроли татарского театра Галяскара Камала. Легендарный театр из Казани привезет 10 лучших спектаклей. Билеты в кассах театров Гафури и Русского драматического для зрителей старше 12 лет. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. Грандиозная распродажа в Электроцентре. Скидки от 20% на люстры и светильники. Успей приобрести свою люстру в Электроцентре. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. За выгодными ценами в Вессон. Колбаса московская варено-копченая 300 граммов за 109 рублей. Баклажаны 1 килограмм 29 рублей 90 копеек. Акция действует с 5 по 11 сентября в гипермаркете Эссен. Действительно выгодно. Эссен. Татарстан Республикасының мәҗбүри медицина иминияты территориаль фонды иске медицина полисыгызны бердәм үрнәктәге полиска алыштырырга кирәклеген исегезгә төшерә. Сез аны Татарстан Республикасы мәҗбүри медицина иминияты өлкәсендә эшләүче иминият компанияләрендә рәсмиләштерә аласыз. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор.
Волга-радиосы. Мы первые в Татарстане. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Сборная России по баскетболу потерпела первое поражение на чемпионате Европы, уступив сборной Латвии со счетом 69-84. Новичок казанского «Уникса», латышский центровой Мартин Шмейерс, приложил руку к победе своей сборной над российской. Начали, возможно, не верить где-то, что мы вернемся, особенно в последние минуты. С другой стороны, может быть, где-то им больше повезло чуть-чуть в какие-то моменты, когда мяч там ничей был, падал им. В подмосковной Лисьей норе продолжают разыгрывать медали чемпионата и первенства мира по стендовой стрельбе. В четвертый день соревнований лучшие стрелки планеты соревновались в упражнении дубль-трап. Татарстанец Василий Мосин в составе сборной России поднялся на третью ступень пьедестала почета. В общей сложности Виталий Факеев, Артем Некрасов и Василий набрали 415 очков. Всего одно уступив серебряным призерам, китайцам, и 3 победителям командных соревнований сборной Италии. В личном турнире, к нашему сожалению, наш чемпион мира 2015 года не смог защитить свой титул. В квалификации Василий Мосин поразил 136 мишеней из 150, что позволило ему занять 15 место. Другой татарстанец Александр Филиппов в своем дебюте на юниорском первенстве мира совершил 125 точных выстрелов и финишировал 12-м. Тем временем футболисты Рубина выступили за свои сборные. В рамках квалификации к чемпионату мира прошел очередной тур. Защитник Морец Бауэр впервые сыграл за сборную Австрии. Его команда разошлась миром с Грузией 1-1, а Морец отыграл без замен. Защитник Рагнар Сигурдсен также отыграл весь матч со сборной Исландии против Украины. Исландцы одержали победу со счетом 2-0. А Рубин продолжает подготовку к матчу 9-го тура чемпионата России со «Спартаком» на клубной базе. Встреча состоится в субботу 9 сентября на стадионе «Открытие-арена». Начало в 19:00. Прямую трансляцию смотрите на нашем телеканале. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Завтра осень порадует нас сухой и комфортной погодой. Подробнее после полезной информации. С 1 сентября 2017 года санаторий Ассе, Республика Башкортостан, объявляет акцию «Осенний ценопад». Цены падают вместе с листьями. Цены на путевки снижены до 20%. Все подробности по телефону 8 906 100 30 50. С 1 сентября санаторий Ассы снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7 85 15. Код города 34 792. 8 906 100 30 50. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность. Ночные температуры +7, днем воздух прогреется до 21 градуса. На северо-востоке Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ночью +9, днем столбики термометров покажут +20. На севере Татарстана Менделеевске, Агрызе, Менделинске малооблачно, ночью +7, днем около 20 градусов выше нуля. На северо-западе Варске, Кукмаре, Балтаси облачная погода с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут +9, днем +19. На юго-западе в Болгре, Буинске, Дрожжаном переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ночью +10, днем 21 градус. В центральных районах Татарстана Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночные температуры около 9 градусов выше нуля, днем 21 градус тепла. В последующие дни температура немного понизится. Осадки не ожидаются. Вы собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работают быстро и качественно. Сделайте заказ сейчас и получите бонус «Комод» в подарок. Доставка и установка бесплатные. «Данил Мастер», город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. Завтра в Казани облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в ночное время +11-13, днем 18-20 градусов тепла. Ветер восточный порывистый, до 7 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составят 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя.
Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.